Ну, прежде всего, стоит обратить внимание, что и Запад, и Россия продолжают поднимать ставки вокруг вот этой вот всей дискуссии о гарантиях безопасности. И еще вот в январе, когда шла дискуссия по поводу вообще возможности рассмотрения Госдумы этого проекта, были такие очень противоречивые оценки. Сейчас обращение к Путину — это уже свершившийся факт, и он открывает несколько таких рисковых направлений по поводу развития дальнейшей ситуации. Первый момент — это прежде всего Минские соглашения, поскольку при условии, если Путин поддержит признание самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, это позволит Украине поднимать вопрос по поводу вообще разрыва Минских соглашений, нарушения Минских соглашений, и как следствие может уже стать аргументом для введения санкций западными партнерами. Хочу обратить внимание, что Украина и как раз настаивает на санкциях как превентивных мерах противодействия Российской Федерации. Еще один очень интересный момент — это территориальный аспект, поскольку в этом самом обращении Россия, хотя и не говорит о территориях, да, конкретно это, я имею в виду сейчас отдельно оккупированная территория, и у нас есть территория и Донецкой и Луганской области, которая подконтрольна украинской власти. Но они ссылаются там на акты провозглашения независимости так называемых ЛНР и ДНР, и вот там в тексте этих актов указано, что самопровозглашенные республики считают своей территорией полностью Донецкую и полностью Луганскую область. Если мы обратимся к средствам массовой информации или к так называемым официальным представителям самопровозглашенных республик, мы увидим, что когда речь идет о городах, которые расположены на территории Луганской или Донецкой области, которые подконтрольны украинской власти, они говорят, что временно подконтрольных украинской власти, да, в отношении того же Мариуполя, Кременной, Северодонецка и так далее. И здесь возникает очень интересный вопрос по поводу того, как и, соответственно, в России, как в самопровозглашенных республиках будут реагировать на этот факт. Ну, то есть получается, что конкретно уже будут территориальные претензии на территорию, ну, соответственно, украинскую, на которой расположены наши органы власти, на которую мы абсолютно полностью контролируем и так далее. Поэтому, мне кажется, это тот вопрос, который еще будут неоднократно поднимать, но, опять же таки, все сейчас зависит от решения поддержать или не поддержать обращение Госдумы Путиным. Но есть еще один аспект, о котором заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что этот документ будет незамедлительно отправлен президенту, и вот объяснил, чем вызвана такая срочность. Давайте послушаем, что он сказал. Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей. Это был не спикер Володин, это был депутат Российской Госдумы, но тем не менее аргументация защитить граждан России, которых на Донбассе, по его словам, уже 600 тысяч человек. Вот, собственно, есть, конечно же, еще и наша реакция на это заявление. Давайте послушаем. Как в МИДе прокомментировали намерение признать эти республики, их независимость. З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас уже є правило. Побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію. Но это было заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по поводу информации о том, что Россия отводит войска. А вот Верховная Рада сегодня также обратилась к НАТО, ООН, Евросоюзу, Парламентской ассамблее ООН с
с требованием не признавать заявление, возможное признание России этими республиками. Они приняли постановление об обращении Верховной Рады Украины к этим структурам, правительствам и парламентам мира по поводу непризнания этих независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территорий. Вот, собственно, эта реакция нашего парламента достаточно оперативная, но достаточно ли она эффективная? Реакция, я бы сказала, правильная, потому что мы должны тоже привлекать к этому внимание, и не должно находиться вне реакции украинского правительства, парламента подобные ситуации. Очень, кстати, показательно, что сейчас началась неделя после длительного перерыва работы парламента, еще и поэтому реакция своевременная. Первый аспект, что Запад, международные организации, наши международные партнеры, они неоднократно, в том числе во время последних визитов, которых очень много в последнее время в Украину, они подтверждают, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в границах полностью и Донецкую, и Луганскую область, и Крыма. Поэтому я думаю, что эта риторика не изменится, независимо от того, какое решение будет принято в Российской Федерации в отношении ЛДНР, но здесь очень важен другой аспект. Мы настаиваем на санкциях и можем использовать вот это вот признание или попытку признания самопровозглашенных республик как причину до введения санкций. И здесь я бы сказала, что парламент не сильно настойчив в этом аспекте. Может быть, здесь сильнее работает наш МИД. Посмотрим, насколько будет риторика сильнее касательно именно санкций в данном аспекте. Но пока что реакция международной спільноты, общественности касательно вот этого события не такая сильная. Мы сейчас немножечко изменим тему. В